Смоленска в 2 раза дешевле. Районная администрация планирует снизить тарифы на водный транспорт. Еще 30 голов в регионе продолжают увеличивать популяцию лесных бизонов. Изящная езда и знание правил. В Ленске провели конкурс «Безопасное колесо». В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Россоюз «Спас Якутии» провел испытания новейшей техники в одном из самых труднодоступных районов республики. Испытания тягача прошли в селе Себянкиэль Кобяйского района. Больше 400 километров машина прошла через перевалы Верхоянского хребта по труднопроходимым наледям. При этом тягач показал себя лучше традиционных вездеходных грузовиков благодаря независимой подвеске. Во время маршрута в поселке Себянкиэль и Сигянкиэль также доставили продукты первой необходимости. Помимо этого, в поселке Себянкиэль открыли новое отделение Российского союза спасателей. Вездеходное качество ее очень хорошее. Да, вот Россоюз Спаси, она, я уверен, будет использоваться, когда вот паводки пойдут, там гуманитарная помощь по удаленным населенным пунктам. Если появится необходимость, можно развозить. А вообще, вот такие машины, мне кажется, специально приспособленные для Якутии. Они очень нужны для нашей республики, потому что это не переделанные КАМАЗы, там, евростандарты и так далее, а это российская машина, сделана для просторов России. А меня впечатлило, вот он как легко проезжает по сугробам и вот выходит из колеи, где течет вода, и оттуда выходит на более крепкий лед. А иногда бывает, наши машины, КАМАЗы, вот из колеи не могут выйти, а эта машина легко выскакивает из колеи на другую, на более твердую поверхность льда. Ну а чтобы на вездеходах не приходилось ездить по улицам, Общероссийский народный фронт возобновляет проект «Убитые дороги России». Теперь пожаловаться на плохие дороги своего микрорайона, города, населенного пункта можно на сайте проекта дороги-онф.ру. Общероссийский народный фронт запустил проект еще 2 года назад. За это время на интерактивную карту добавили почти 28,5 тысяч дорог России. Из них на сегодня отремонтировано больше 3000. Якутяне добавили на карту 55 улиц. И сегодня благодаря проекту в столице республики ремонтируют дороги, контролируют ход работ и вносят коррективы. Мы добились того, что ремонт дороги по улице Жарницкого продлили еще на, можно сказать, там, меньше километра, да, там такая вообще убитая дорога есть. То есть получается, если там было с Жарницкого по строителей, да, то сейчас со строителей до примерно, можно сказать, до оптовых точек. Вот там, где полностью убитая дорога, где база «Акварель», да, там все автомобилисты, скорее всего, это знают, то, что там дорога очень плохая, вот, ее в плане не было ремонта, но в этом году силами именно наших активистов, именно голосов, набранных именно гражданами, мы добились того, чтобы в план поставили его. Билеты на речные перевозки до Витима и Пеледуя подешевеют в 2 раза. Тарифы в Ленском районе обновят уже этим летом. На это из районного бюджета планируют выделить 10 миллионов рублей. Как отметил глава района, цитата, «нынешние тарифы для местного населения слишком высоки. Билет в одну сторону стоит 4000, в 2 стороны получается 8. Для пенсионера, у которого небольшой доход, это слишком дорого. Выбраться из Витима и Пеледуя в город для них нереально». Жители села Харинцы Алекминского района получили доступ к электроотоплению. Населенный пункт располагается отдаленно от районного центра, но и сюда с большой энергетикой пришла возможность хотя бы частично благоустроить дома. А в селе в основном они частные. Подробности далее. Стоит зайти к Елизавете Дмитриевне в дом, и сразу окутывает тебя тепло и уют. На окошках полно зелени, полы глянцево блестят. Все на своем месте. Всю жизнь в трудах этому и учила своих 7 детей. Несмотря на достойный возраст, в ноябре исполнится 89 лет, до сих пор в хлопотах. Вяжет, заботится о рассаде и цветах, строит планы, как сделать дом еще уютнее. Кстати, именно у нее электроотопление, которое стали проводить в селе, появилось у одной из первых. Отопление в 2016 году, в первую очередь, это глава наша Лыткин. Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич.
он старался, делал это. Ну, там очереди договорился, первую очередь делали нам. По достоинству оценили удобство и молодая семья Миняковых. Надежда и Лаврентий – многодетные родители. Для них важен и комфорт, и удобство. Мы, когда с мужем переехали, жили в родительском доме мужа, там было печное отопление. Мы, получается, топили печку, дрова заносили. Ну, было, конечно, неудобно, а сейчас, конечно, очень легко. Глава наследия рассказал, в селе сейчас примерно 40% на электроотоплении. Люди довольны. Тепло, удобно и выходит значительно дешевле, чем с дровами. Потом мы начали эту работу будоражить, людям объяснять, что это выгодно, чем дровами топить. И удобно для жителей по всем параметрам, можно сказать. Сейчас уже поняли, что она выгодна, хорошо, тепло, уютно и удобно во всем. И сейчас еще усиленно начнут. Те условия берут постоянно. Елена Фас, Максим Копылов, Алекминск. В Якутии началась подготовка к вскрытию рек и пожароопасному сезону. Сегодня прошел брифинг министра охраны природы региона. По его словам, сегодня предупредительные работы идут на реках Алдан, Амга, Нюя, Тока. Начались работы по безопасному пропуску весенних вод на технических сооружениях. Также министр отметил, что лесные бизоны, выпущенные на долину реки Тампынай, в ноябре прошлого года успешно перезимовали. На этой неделе там выпустят вторую партию лесных бизонов – 30 голов для формирования устойчивого поголовья. Кроме этого, мы завершили работу по зимнему экологическому туризму. В этом году по маршрутам, расположенным на территории природного парка Ленские столбы, прошло более 10 тысяч туристов. Постарались сделать интересные маршруты, и туристам это понравилось. И отмечаем очень большой интерес туристов именно к зимнему внутреннему экологическому туризму. Дипломом второй степени наградили команду СВФУ на закрытии Всероссийской студенческой олимпиады по математике. Всего в олимпиаде приняли участие 35 человек из 8 вузов России. Победителем олимпиады стал Тимофей Семенов, студент Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики. Диплом в номинации «Умная и красивая» получила студентка Института математики и информатики СВФУ Оксана Домотова, которая показала лучший результат среди девушек. По количеству набранных баллов среди всех участников победителем в олимпиаде должен был стать студент Московского технологического университета Евгений Кичак, однако он старше 25 лет, что превышает ограничение, установленное положением олимпиады. В этом году, в позапрошлом был победителем, в прошлом у меня было второе место. В общем, я третий год сюда приезжаю. То есть это просто приятно, попробовать свои силы. Но даже то, что попробовать, посоревноваться с кем-нибудь, челлендж в решении сложных задач. Думаю о научной карьере, но, как уже сказал, не все так однозначно, могут быть разные варианты. А в первой городской школе Ленска прошел конкурс «Безопасное колесо-2018». В знании правил дорожного движения соревновались юные велосипедисты 4 и 5 классов. Всего 6 команд. В соревнованиях было несколько этапов. На станции «Фигурное вождение велосипеда» участники продемонстрировали навыки управления велосипедом и знания правил дорожного движения. На этапе оказания первой доврачебной медицинской помощи ребятам предстояло выполнить теоретические задания. Все команды стремились к победе, но по итогам всех этапов безоговорочную победу в конкурсе одержала команда 5 А-класса. Это мероприятие мы думаем, мы постараемся, чтобы оно стало у нас школьным, традиционным, и будем его проводить ориентировочно в сентябре, в октябре. Работа проводилась с детьми. Команда победительница городского мероприятия «Безопасное колесо-2018», то есть ребята с ребятами занимались. Ветеранская сборная Алданского района по хоккею с шайбой заняла 3-е место в республиканском турнире. В состязаниях участвовали мужские команды с возрастом игроков старше 40 лет. Лучшим игроком турнира назван алданский хоккеист Сергей Климас, лучшим нападающим признан Сергей Львов, а лучшим снайпером хоккеист из Якутска Владимир Хисамуддинов.
В Мирном впервые прошел благотворительный лыжный забег «Мирнинская юридическая лыжня». Его организовал юридический центр компании «Алроса». Спонсором выступил профсоюз «Профалмаз». Участвовать пригласили работников всех юридических служб, причем не только алмазной компании, но и других организаций. Собранные в этот день средства пойдут на покупку необходимых вещей для воспитанников реабилитационного центра «Харысхал». Подробности в материале коллег. Ранним воскресным утром на лыжной базе в микрорайоне Заречный многолюдно. Столько работников юридических служб здесь собралось впервые. Специалисты недавно образованного юридического центра компании «Алроса» решили собрать своих коллег и провести первый благотворительный забег. Все юристы города Мирного собираются и бегут для того, чтобы нести некоторые пожертвования для детского дома «Харысхал». Я с удовольствием принимаю участие в этом событии. Такая прекрасная погода, замечательный повод прокатиться. Идея подобного благотворительного забега появилась давно. Воплотить ее в жизнь стало возможным после того, как в структуре «Алроса» появилось новое юридическое структурное подразделение. Идею поддержали и в «Профалмазе». Профсоюз выступил спонсором соревнований. Многие откликнулись и мы поняли, что это мероприятие на сегодняшний день актуально. Ну и оно по себе совпало одновременно с организацией юридического центра, в который вошли юристы многих структурных подразделений. Поэтому мы объединились не только организационно, но и вот это мероприятие как раз оно и направлено на формирование единой юридической команды. Забег сразу приобрел статус междугороднего. В старте участвовали представители юридической службы «Алмазы Анабара» и сотрудники юридического центра «Алроса» из Якутска и Иркутска, а также других предприятий. Дистанций было две. Для женщин 3 километра, мужчинам 5 километров. А пока участники бежали по лыжне, на финише их ждали болельщики. Нину Голикову, участницу под номером 1, пришли поддержать коллеги. Мы от души можем прокричать ей все что угодно в поддержку, лишь бы у нее хватило сил. И Нина не подвела своих коллег, она пришла первой. Погода хорошая, лыжи катят, правда скользко местами, но вообще здорово. Когда все участники финишировали, победителям вручили памятные подарки. По итогам лыжного забега собрали 95 тысяч рублей. Но посовещавшись, эту сумму решили увеличить до 100 тысяч. Собранные в этот день средства пойдут на покупку необходимых вещей для реабилитационного центра «Харысхал». Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этому часу у меня все. Оставайтесь с нами.